аль-исару филь, мы это тоже знаем, аль-исару филь курбати макру, ва фи гайриха. Аль-исару. Седьмой, да. Аль-исару филь курбати макрухун, ва фи гайриха махбубун. Исар, как можно перевести исар? Ставить предпочтение своему брату. Ставить предпочтение чтение своему, не только брату, вообще и сестре тоже, своему брату, в поклонениях нежелательно. Нежелательно. Но в остальных случаях желательно. В других случаях. Да, в фи гайриха. В других случаях желательно. Ставить. А? Нет, брату здесь имеется единоверец религии, брату по вере. Но мы тоже про это как-то говорили уже, что во время сахабов это было один из ансаров сделал такое дело, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил, чтобы приехали гости, и попросил сахабов, чтобы они взяли его в гости, накормили, дали ему ночлег, и один из ансаров, хотя у него было достаточное количество еды не было, и он забирает этого гостя себе, и возвращаясь домой, жене говорит: уложи детей, постарайся уложить детей. И когда мы сядем с ним кушать, а кушать было там досыта, достаточно было одному человеку, потуши свет, сделал так, чтобы свет потух. И он просто впустую водил руки, чтобы тот гость досыта наелся, чтобы стоялки. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на следующее утро, когда увиделся с этим ансаром, с этим сахабом, говорит, то есть до нас было удивленное, или Аллах Субхану ва Тааля вознаградил тебя тем, что, то есть словами был удивлен тем, что вы натворили, то, что вы сделали вчера ночью. То есть вот это то, что предпочтение, хотя и жена голодная, и дети голодные, и сам он голодный, без ужина остались, а накормили своего гостя таким способом. Это называется, когда он ставил предпочтение своего брата, гостя, который приехал голодный, выше себя, выше своей семьи, выше своих детей, то есть незнакомого вообще человека. Вот это состояние, исар называется, это уже очень редкое явление в нашем мире или в наше время. Мы сейчас на уровне того, что можем пожелать своему брату того же, чего можем пожелать себе. То есть наравне, но не больше меня. Наравне, пожалуйста. Пусть у него будет Porsche, но такой же Porsche, как у меня. Да, но никак не выше там, да? Вот. Вот это, на этом уровне мы остаемся, то есть никак не можем мы, то есть в таком виде, чтобы твоему брату было больше, чем тебе. А достичь бы до этого хотя бы уровня, сколько же тебе. Все мы в основном сейчас в некоторых моментах хотим наоборот быть выше, у меня чтобы лучше было, чем у другого. Но вот это явление или вот это действие, оно в курбат, в поклонениях нельзя, нежелательно, не то что нежелательно. То есть самому перед Аллахом Субхану ва Тааля надо стараться самому больше совершать, самому больше. На первый ряд, если место есть, самому встать туда. Если есть какая-то возможность совершить какое-то благое дело, самому это сделать.
А не то, что, ты, братан, сходи там, помоги там, я пока отдохну. И там иди, там, зикр, давай тахаджу читай, я пока посплю. Пусть тебе сява будет, да? Когда двое вот так на первый ряд встают, и там одно место только, и один начинает друг другу уступать, это вот правильно? Да, уступать нельзя. То есть прям попался и... Нет, попал, значит, да, лови момент, все. А если оба, ну и как... Но если уже там спорный вопрос, тогда уже если уже где-то, если ситуация уже или спорная, то тогда уже все, тогда лучше отойти. Кто крупнее? Да, кто крупнее. И кулак побольше. Но один тоже такой случай был, начали вдвоем чуть ли не драться из-за азана, кто должен азан сказать. Этот говорит азан. Имам сам говорит, камат говорит и сразу читает намаз. Все, и тогда говорит, зачем ты нас без азана оставил? Типа, этот. Азан это всего лишь сунна, а прекратить этот спор это ваджиб, говорит. Все. Азан сунна, прекратить спор это ваджиб. Все. Без азана прочитали и все. Вот этими правилами мы с вами вкратце прошлись по 2-3 примера по этим правилам. То, что касается намерения. Намерение. У нас вот 3-4 урока как раз прошли про намерение. Следующий урок, иншаллах, мы с вами начнем. Я сейчас новую тему уж не буду начинать, там 15 минут осталось, да, там 15-20 минут. Аль-якин, убеждение и отсутствие сомнений. Это тоже большая тема, которая там включает тоже в себя 8 правил. Может, мы там до 6 сократим некоторые моменты, объединим. Где мы должны быть в точном убеждении или точно должны знать, что у нас это правильно, а где, значит, у нас должны быть сомнения. Если мы сомневаемся, на что мы должны полагаться? Если сомневаемся. В ракаатах, если ошибся. Да, если в ракаатах ошибся, если, например, халяль и не халяль. Обычно у нас же тоже сомневаемся, а вдруг халяль, а вдруг не халяль. Вот такие тоже бывают такие случаи, что или же мы не должны, наоборот, опираться на какие-то свои фантазии или там придуманные. Иншаллах, все это будем разбирать. Вот. Когда начинаешь, айда намаз посчитаем. Да ладно, брат, там в аэропорту, здесь, наверное, наджис был, здесь, наверное, кто-то там что-то сделал. Зачем придумывать того, чего нет? Это вахам называется, да? Ну, я допускаю, может быть, да, что в аэропорту, что где-то какой-то там бомж прошелся и что-то натворил, но не обязательно он здесь. И это не является причиной для того, чтобы я не буду здесь читать намаз, здесь грязно. Потому что когда-то здесь кто-то может был. Вот такие понимания, чтобы уровень нашей фантазии, там, воображения иногда отводит нас от реальной того, что мы должны делать. Сделай и все. То есть и не сомневайся. Иншаллах, вот это понятие убеждения и понятие сомнения мы, иншаллах, тоже с вами должны разобрать. Аллах биса. А вот хотел бы уточнить по поводу вот этого, когда вступаешь в первый ряд. Я вот слышал о том, что есть такие знания, что если, например, нужно выравнивать ряд, центровать относительно имама, и если те, которые встали справа, если они перейдут налево, то они такой же в награду, как будто они справа находятся. Это нет, это ложно. То есть когда у них ровный, то есть только вправо ушли? Да, все вправо ушли. Все вправо ушли? Чтобы справа. Чтобы они были наравне вот так, и справа те, которые налево ушли. Они награду получат, как будто они справа. Но если человек, опять-таки, с такими намерениями, аль-айбрату, как мы, валь-и'тикадат, му'табаратун фи тассарруфат, валь-курубат, то же самое это правило. Его намерение, если он даже с таким, если он даже ошибся, это уже другой раздел. Если он даже ошибся в той вещи, которую считал он правильным, то перед Аллахом он будет считаться правильно.
Например, если человек ошибается в киблу, не туда попадает точно цель, но перед Аллахом, так как он думает, что это правильно и самый правильный ижтихад, он все равно аджир свой получит. Если то же самое, если он даже неправильно сделал, допустим, даже, но в этом случае он правильно сделает. Если он считает, что надо выровнять ряды и выравнивает, налево уходит с намерением, чтобы правильно был саф, а хотя, может быть, так и не надо было делать, да, то все равно он свой аджир получает. Из-за опять-таки намерений. Получается, если уступить место, ну, вот в ситуации такой, чтобы избежать конфликта, то ты иногда... Да, иншалла, да, то же самое, да. Но если вдруг просто если в нейтральной ситуации, конечно, кто-то должен пойти первым. Нельзя сказать, иди там вот, на первом ряду. Но если опять-таки у него намерение было и не то, что или избежать конфликта, или у него то, что намерение как бы из уважения, то, что это шейх, какой-то ученый там, или чалма у него побольше, да, то есть, там чапан покрасивее. И думает, что пусть это лучше он будет, и с такими намерениями, если он все-таки сделал ошибочное дело, но у него намерение было ради уважения, ради Аллаха, он все равно свой аджир получит, да. Да. Иногда же такие уступают, потому что некоторые, например, говорят, что хафизам, например, чтобы они должны стоять за имамом. Потому что вдруг, типа, если имам допустит ошибку, чтобы этот человек или этот, который с большим чапаном, он все-таки подскажет. Но в реале он не сможет подсказать. Да? Потому что он не знает Коран. У него чапан только красивый и все. А если реально хафиз? А если реально, то да. Если реально хафиз, например, то да. То реально хафиз, и пусть, например, он встает он. Это уже здесь другое. Здесь уже не только исар, а здесь уже предпочтительный аулявият. Кто больше достоин. Здесь уже другое правило выше, чем исар. Правило знающего, оно выше, чем чувство или ставит предпочтение. Понятно? То есть в поклонениях мы должны стараться или соревноваться тогда, когда мы одного уровня с ним. Но если этот человек выше уровнем уже своими знаниями, своим чтением, там, то тогда он уже обогнал. Все, он уже должен стать. Да. Анзилу наса маназилахум. То есть дайте людям тот уровень, который они заслуживают. Если ты об этом только будешь знать сам, да? Что Да, именно... да, конечно, да.